ЕГЭ по-взрослому. Пока школьники на весенних каникулах, их место на время заняли родители. Поменяться местами с детьми и пройти всю процедуру единого государственного экзамена от металлоискателя до получения результатов. Сегодня отважились около 20 человек. Аудиторий для сдачи 2. Каждый участник за отдельным столом, как того требует правила. Во время проведения экзамена вам запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику. Кто-то из них не спал всю ночь, штудировал учебники по-русскому, проходил тесты онлайн. Детям Марины Котеевой экзамен сдавать еще не скоро, но узнать, что их ждет в будущем, решила уже сейчас. Говорит, все страхи ушли сами с собой, когда увидела всю кухню изнутри. Мне было интересно посмотреть, через что именно они будут проходить, какие моменты будут учитываться, что нужно, что будет происходить в самой аудитории. Так, общую картину мы знаем, но все-таки хочется поучаствовать, немножко посмотреть, попробовать и на себе испытать. Тем более в наше время этого не было, сейчас как-то очень много внимания уделяется ЕГЭ. Поэтому чисто просто спортивный интерес. Взрослые сдают только один экзамен, в отличие от школьников. В этом году он по русскому языку. Сам экзамен сокращенный. Вместо привычных 3 часов только 30 минут. Да и заданий только 3. 2 с вариантами ответа и сочинение на 150 слов. Сочинение «Нан-ля-цайр», «Няна-ля-ца». Няна ля-ца благодаря язди дух хамажды, мерз хамажды. Дарик аты яздят. Организаторы ждёдик бар, ждёг вежливый бар, хоз объяснить тон перед началом. То благодаря ждёг химедит, он химчо экзамен мыште фд. Наряду с родителями экзамен сегодня сдают и почетные гости. Заместитель председателя правительства Мариам Амриева и министр образования Эсет Бокова. Кстати, они в числе тех, кто справился с заданиями раньше других. Их главная цель не только проверить знания, но и готовность пунктов сдачи и организацию. Здесь такая атмосфера была создана, абсолютно реальная. И телефоны нас заставили сдать, и обработали мы все нормы, соблюли. И хочу сказать, что задание было, оно не было, скажем так, уж очень сложным, но я сделала вывод, что к экзамену нужно готовиться. Даже самому, казалось бы, легкому экзамену нужно готовиться. Я надеюсь очень, что это будет хороший посыл начала нашего этапа в этом году экзаменационной кампании 2021 года. Желаю всем выпускникам подготовиться в первую очередь, пройти этот серьезный этап в жизни, получить свои высокие баллы, поступить в хорошие вузы нашей страны. Удачи! Главная цель акции не проверить знания взрослых, а показать им, как будет сдавать экзамен их ребенок, и снять с них психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ответственному испытанию. Все бланки будут сканироваться непосредственно в аудитории. Вот. Каждый организатор в этом году прошел обучение специальное, прошли тестирование, все получили сертификаты. Так что специалисты у нас сертифицированы. Ну и тем не менее у нас пройдет ряд апробаций для того, чтобы уже закрепить, получить навыки, закрепить знания свои. Вот, и чтобы в этом году у нас компания наша прошла на хорошем уровне. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ» родителями проходит по всей стране уже 5-й год подряд. Узнать результаты сегодняшней акции каждый желающий сможет уже совсем скоро. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.